Очевидно, что развитие информационных технологий обусловило совершенно новый подход к ведению банковского бизнеса, слияние финансовых продуктов с современными возможностями в сфере IT позволяет существенно повысить производительность и эффективность всей экономики. И Кыргызская республика не остается в стороне от этих глобальных трендов. Так, президентом нашей страны Садыр Нуркожоевичем Джапаровым было подписано распоряжение о создании благоприятных условий для цифровых кочевников. Наша задача – привлечь в Кыргызскую республику современных, креативных, высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий, инвесторов и предпринимателей для открытия новых предприятий, развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей нашей экономики. Тема сегодняшнего мероприятия – современный цифровой банк и его экосистема. Или, говоря другими словами, современная цифровая банковская трансформация. В нашей стране существует понимание того, что мы стоим на пороге активного реформирования самого понятия банковского бизнеса. Внедрение современных цифровых технологий позволит стимулировать эффективность и производительность как финансового сектора, так и всей экономики нашей страны. Именно для благотворного роста экономики страны мы должны обеспечить прозрачность экономических транзакций. Я более 3 созывов был в парламенте, и в парламенте в 6-м созыве мы дали возможность нашему Национальному банку применять новые современные технологии, не оглядываясь на нашу нормативную правовую базу, не ожидая, когда правительство или президент издаст той или иной указ или примет законы, дали возможность нашему Центральному банку в виде песочности применять самые современные цифровые технологии. Надеюсь, что Национальный банк воспользуется этой возможностью, и все те нововведения, которые вы предлагаете в скором времени в виде пилотного проекта, проявятся в нашей стране. Я вспоминаю те времена, когда только-только зарождалась Сколково в России, и я тогда предложил нашу страну в виде Сколково. Зачем вам осваивать новую территорию, покупать у олигархов землю за миллиарды долларов, потом тратить эти миллиарды долларов для того, чтобы что-то создать, а потом только людей привлекать. Я говорю, вот наша страна достаточно компактная, парламент компактная, страна может в течение дня принять закон, вечером подписать, и на следующий день утром новый этот закон может быть уже задействован в Кыргызстане. К сожалению, тогда ко мне не прислушались, но Сколково живет и здравствует. Мы этому очень рады. Надеюсь, что те выработки, те идеи, предложения, особенно те, кто придумывает эти идеи, тоже могут найти в нашей стране удобное место для того, чтобы можно было бы творить. Ключевыми направлениями развития финансовых технологий в нашей стране становятся электронная коммерция, дистанционное обслуживание в сфере предоставления финансовых банковских услуг и активное развитие получили инициативы по созданию финансовых маркетплейсов. Разрабатываются механизмы реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая механизмы регулятивных песочниц. Учитывая компактность и гибкость нашей экономики, первые результаты, надеюсь, могут быть достигнуты в самое ближайшее время. Мы сейчас ускоряем внедрение безналичных инновационных продуктов в финансовых и экономических процессах страны. И роль банков в данном процессе важна и необходима, а именно цифровая трансформация всех банковских услуг, доступность безналичных электронных платежей, обеспечение роста финансового проникновения за счет цифровых инструментов, повышение производительности обработки данных и безопасности самой платежной системы. Все эти процессы неизбежно обеспечат дополнительный сбор налогов путем повышения прозрачности экономики. Недавнее исследование Корея Телекома показывает, что уровень теневой экономики в Кыргызстане более 72%. Мы об этом стыдливо умалчивали долгие годы, но на сегодня эта теневая экономика как раз является буфером вот такой турбулентной обстановки, особенно на территории бывших стран СНГ. Это очень сильно отразилось и на нашей экономике, но как раз это и является на сегодняшний день мягким буфером и возможностью для цифровых технологий резко увеличить доходную часть нашего бюджета.
то, что мы и делаем. То есть в сравнении вот эти 4 месяца этого года мы собрали более 20 миллиардов сомов новых доходов без увеличения налоговой нагрузки и без введения каких-либо новых налогов. Именно вот цифровые технологии, изменение системы, внедрение виртуальных складов, электронных счетов фактур. Сейчас мы начали электронные товарно-транспортные накладные. Все это у нас начинается и начинается успешно внедряться. Я могу сказать, что эти все законы мною были подготовлены, приняты еще и должны были заработать с 1 января 2020 года. Но так получилось, что теперь я председатель Кабинета министров, еще и руководитель администрации президента, поэтому мы создадим все благоприятные условия для того, чтобы ваши технологии быстрее начали внедряться в нашей стране. Цифровая трансформация без экосистемного подхода будет незавершенной. Предложение экосистемы множество участников предоставляет свои продукты, услуги и интегрируются в единую цифровую платформу. Принятие экосистемной игры позволяет всем участникам использовать большую долю общей платформы за счет расширения точек доступа к своим продуктам. Они также могут укрепить свое стратегическое положение, предоставляя нефинансовые услуги.